Сегодня 21 июня в России отмечают День кинолога. А если говорить официально, то праздник называется День кинологических поздравлений МВД России. Собака не только друг человека, но и надежный партнер. Как проводится подготовка и обучение кинологических собак в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Это особенный праздник, когда почести удостоен не только человек, но и собака. Профессия кинолога очень важна, ведь пес способен учуять то, что не под силу ни одному прибору. Кинологическая служба в России появилась более 100 лет назад. Впервые собачий питомник для полиции основали в 1906 году в Петербурге. А в Якутии кинологическая служба открылась в феврале месяце 2001 года. Сегодня здесь специально обученные люди, кинологи, готовят будущих четвероногих сотрудников МВД буквально с пеленок. И это, как оказалось, не совсем простое дело. Ну, все начинается, как говорится, с подбора пар. Подбирается сука, подбирается кобель, смотрится по каким направленностям работают они. Также смотрится нервная система собаки. Например, если кобель очень как холерик, то сука подбирается поспокойнее, чтобы щенки были с нормальной нервной деятельностью. После рождения щенят за ними тщательно наблюдают. Тут уже специалисты определяют состояние здоровья, тип темперамента и другие. До 4 месяцев с ними профессионалы проводят небольшие занятия. Далее щенков начинают распределять уже по направлениям видов деятельности службы в МВД. Общий розыск, поиск наркотических средств, поиск взрывчатых устройств и поиск трупов. Которые щенки пошустрее, поэтому они идут на общий розыск. Поспокойнее это на взрывчатку, на наркотические средства. Ну, все зависит от нервной системы собачки. Ну, вот, в 6 месяцев они потом проверяются, и вот к году уже собака определяется, по какому направлению она пойдет. В Центре кинологической службы с прошлого года заработало новое направление подготовки собак – поиск трупов и человеческих останков. Сегодня здесь активно готовят собак по этому направлению. Собаки вместе со своими коллегами ездят на стажировку за пределами региона. Четвероногие сотрудники МВД почти каждый день вступают на службу и даже ездят на командировки в соседние районы Якутии. При планируемом проведении мероприятия республиканского СЭХ в ближайшее время наши собаки будут обеспечивать безопасность антитеррористическую в городе Алдан. И также при проведении городского СЭХ по городу Якутску. Кинологическая служба республики в этом году отметила 17 лет со дня образования. За это время, благодаря братьям нашим меньшим, раскрылось немало преступлений. Ежегодно в России с помощью служебно-розыскных собак раскрывается около 20 тысяч преступлений. Дмитрий Тымыров, Джилусян Акентьев, Якутск.